Ключи от новых квартир на улице Билибина получили семьи, чьи дома попали в федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, а также дети, оставшиеся без родителей. Вот только их ожидания существенно отличались от того, с чем им пришлось столкнуться на самом деле. Заехала, было все хорошо, все отлично. Где-то в ноябре, в декабре пошли трещины. Стенка вот треснутая, угол весь, сверху до самого низа. И вторая стена вон находится с той стороны, вся мокрая. Злополучный дом сдали весной 2016 года, и проблемы появились не сразу. Первое время все было нормально, пока не пришли холода. А в случае выявления дефектов, строительных дефектов, заказчик вправе предъявить застройщику требования об их устранении. То есть в случае, если жители обращаются в департамент жилищных отношений с жалобами о том, что выявлены какие-либо дефекты, мы перенаправляем все это застройщику. То есть на сегодняшний день у нас уже ряд квартир отремонтирован, то есть дефекты устранены, то есть все в работе. Тем не менее, многие квартиры до сих пор находятся в плачевном состоянии. Не дождавшись помощи, жильцы сами начали делать мелкие ремонты. Замазывают трещины, потеки на стенах, борются с плесенью. Жаловались, писали, проверки проходили, сказали, все хорошо, все нормально. Дом стоит на подпорах, большая трещина есть. Сказали, живите, не переживайте, все хорошо. Строительная компания признала лишь один дефект – трещину, прорезавшую весь дом. Ее закрепили железными подпорками. Чтобы устранить все нарушения, жителям многострадального дома пришлось исписать не один лист бумаги. Вот только компания-застройщик не торопится устранить недоделки. Вот и приходится жителям и обладателям квартир дожидаться принудительного выселения из ветхого аварийного жилья, либо терпеть наличие плесени и трещин в доме. Фултон Валаресов, Василий Соловьев, Вести, Якутск.